Исәнмесез, Садуслар. Всем здравствуйте. Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу. Тема сегодняшнего видео – секреты татарского произношения. Это уже второй урок в серии наших видеоуроков. Әйдәгез бераз оқып алыйк. Давайте немножко поучимся, позанимаемся. В данном ролике рассмотрим звуки, которых нет в русском языке. Поговорим про произношение, про языковой аппарат в целом и обсудим основные моменты. Друзья, напоминаю, что я работаю индивидуально. Вы можете записаться ко мне через Авито или в Телеграме, в WhatsApp. С радостью поработаю с вами на уроках. Есть пары, есть группы, а также уже готов татарский язык с нуля. Это мой новый видеокурс. К нему прикреплены различные карточки и материалы для работы, поэтому его можно считать расширенным курсом. Все связи, пожалуйста, со мной по моим контактам. Некоторые люди могут сказать: Алсу, наверное, не принципиально, как я произношу слова. Главное, чтобы меня более-менее понимали люди, которые говорят на татарском языке. Но все-таки, друзья, работает такой момент, что только говоря по-татарски с правильным, красивым произношением, хорошо произнося звуки, вы сможете показать всю глубину, всю особенность и красоту прекрасного татарского языка. Поэтому давайте осваивать произношение верным образом. Небольшая характеристика от меня в отношении произношения слов и звуков в татарском языке. Если послушать самые разные звуки, самые разные языки, которые говорят люди, можно заметить некоторые особенности. Например, немецкий язык для меня звучит однозначно твердо. В нем много твердых звуков, люди произносят слова твердо. Английский язык для меня также это твердый язык. Русский язык, я бы сказала, находится что-то между. Бывают как твердые слова, так и мягкие слова. Но вот многие люди, послушав татарский язык, дают ему характеристику как мягкий язык. Кто-то говорит, что это струящийся язык. То есть произношение ощущается как что-то мягкое. Поэтому однозначный совет для всех, кто осваивает произношение в татарском языке, в любом случае все слова смягчать. Бүген сезне кызыклы чыгарылыш көтә. Бер сәгать дәвамында сезнең белән Айрат Ганиев Һәм мин Миләүшә Фатхетдинова булырмын. Сейчас вы прослушали небольшой отрывок из татарской телепередачи. Обратите внимание, как мягко произносят слова ведущие. Ну что ж, и один еще небольшой момент перед тем, как мы приступим к основной части. В данном видеоролике я не предоставляю никаких транскрипций. В данном плейлисте мы не будем записывать слова транскрипциями, как это часто предлагается в школах, дабы разучить правильное произношение. Произношение всегда ставится только путем прослушивания кого-то, никакими письменными записями, никакими другими буквами, которые будут еще сложнее. К сожалению, это сделать почти невозможно. Обязательный совет для всех, кто начинает изучать татарский язык: необходимо слушать носителей, необходимо слушать музыку, необходимо смотреть фильмы на татарском языке. Произношение ставится очень естественным и простым способом. Ну что ж, теперь об азбуке и алфавите, которое по-татарски у нас будет звучать как элифба. Здесь есть 6 звуков, которые у нас не присутствуют в русском языке. Давайте я произнесу каждый из них, а далее мы рассмотрим их отдельно. Это звуки звук ж, звук н, звук звук ü и звук х. Ну что ж, рассматриваем звуки отдельно, и первый звук – это звук Для того, чтобы его произнести, вам необходимо опустить челюсть вниз. Звук Это не это не звук а это именно звук Положение языка находится в нижней точке. Давайте прочитаем слова. Эни, эти, эби, иден. Звук это мягкий звук. Идем далее. Звук ü. Это звук схож. Он похож на букву у, но это мягкий звук ü. Прочитаем слова. Үрдек, куб. Обратите внимание, что здесь п находится под смягчением. Куб, куб, как с мягким знаком. Далее звук это что-то среднее между о или ё, но мы находим вот этот звук Прочитаем слова. Сөт, көн, тен. Опять-таки, да, то есть некоторые люди по ошибке заменяют его на букву у и читают как суд, кун, тун, но на самом деле вам нужно просто найти и почувствовать звук Сөт, көн, тен. Идем далее. Звук ж. Звук ж это мягкая подружка у буквы ж, но она смягченная с хвостиком. Слова жей и жилек. Звук х отличается от русской буквы х тем, что он более воздушный, более мягкий, поэтому слова читаем с небольшим придыханием. Хэм, шехер.
Звук «н». Для того, чтобы его почувствовать, вы можете сделать небольшую практику. Возьмем, давайте, слово «king». Да, произносится он именно как «king». Кто-то этот звук «н» ощущает больше вот в этой области. Вы даже можете создать сюда небольшое давление. «King». Кто-то скажет, что этот звук ощущается больше в носовых пазухах, и вы можете зажать нос и сказать «king». «King». Но, как бы вы ни произносили это слово, в любом случае это не слово «кин», да, это не кино, это именно «кин». Таким же образом слово «танг». Да, разумеется, для начала произносить некоторые звуки может быть для вас тяжело, потому что всю жизнь вы разговаривали на другом языке. Например, если это русский язык, то таких звуков там вообще нету. Поэтому, конечно, необходимо будет работать над произношением, чтобы ваш языковой аппарат постепенно привыкал к тому, как произносить правильно те или иные звуки. Небольшие секреты по поводу буквы «ч». В татарском языке буква «ч» звучит как «щ», поэтому тот же самый «чей» будет звучать как «щей». Давайте прочитаем такое слово. Это не чиста, это слово чиста, что переводится как чистый. Ну и крайне небольшой секрет, о котором тоже никто не говорит, произношение буквы «ы». Очень часто я прошу учеников прочитать данное слово, и ответ я слышу как «ашады». Далее второе читают как «барды». Но на самом деле работает момент, что в татарском языке букву «ы» мы не позиционируем так явно. Все-таки верно ее будет произнести как «ашаде». То же самое «барде». Наша задача как бы скруглить этот звук «ы», чтобы он не был таким явным, таким однозначным. Еще раз. Не «ашады», а «ашаде». Не «барды», а «барде». Как вы прочитаете данное слово? Сказать «мин карадым» будет не совсем правильно. Мин карадым. Мин карадым. Я посмотрел. Эдегес бертих сукайбус. Давайте прочитаем небольшой текст и послушаем татарское произношение. Мин өйдә яшим. Минем өйдә берничә бүлмә бар. Залда мин диванда утырам. Мин телевизор карыйм. Кайвакыт дуслар килә. Без бергә чәй эчәбез. Ашханәдә мин ашыйм. Минем әнием тәмле ризык пешерә. Перевод данного текста вы видите у вас на экране. Это у нас текст про дом. Да, звучало слово «эй», по-татарски переводится как «дом». В следующих уроках мы будем рассматривать лексику, слова, грамматику. Нас ждет еще много чего интересного. Друзья, разумеется, данная тема требует вашего самостоятельного большого подключения. Вам необходимо много раз читать этот текст, самостоятельно отработать данную тематику. Требуется большая работа. На этом все. Приглашаю еще раз всех заниматься. Отвечаю на вопросы в Телеграме и WhatsApp. Увидимся. Сау, благос!